Всем привет, друзья! Как ваше настроение? Надеюсь, вам понравились последние ролики с того, как мы оживляли Сузуки, как я обмывал КТМ. В общем, в этом видео я буду рассказывать о том, как я готовлю мотоцикл в путешествие. Как вы знаете, совсем скоро, буквально послезавтра, я с Булой должны отправить мотоциклы в Октаву, чтобы 4 мая прилететь туда, встретить их и уже поехать по всем достопримечательностям Плато-Стюарт. На данный момент я готовлю мотоцикл. В прошлый раз я вам показал, как я установил сумки. Вот, с аккумулятором эпопея у меня еще не закончилась. Я решил вот что сделать. Здесь же стоял аккумулятор щелочной Юаса. Вот этот вот. Этот аккумулятор я решил поставить на Сузуки. Сейчас вот здесь вот что-нибудь заколхожу, придумаю, как эту штуку установить. Вот. А литиевый аккумулятор, который пришел со Штатов, я поставлю на КТМ. Во-первых, он весит совсем ничего, очень высокотехнологичный. Единственная проблема, что он разряжен. Сегодня мне должны привезти зарядное устройство для литий-иона. Я его заряжу и думаю, он у меня к сроку будет готов, к отъезду. Сейчас хочу показать, как я решил посмотреть на воздушный фильтр. Вот я его отсюда вытащил, посмотрите, он новый. Он буквально новый. Либо японец его заменил перед тем, как продать, либо он вообще не загрязнился за 6300 километров, что байк проехал по Японии. Непонятно, но одно точно мне ясно, что он вообще не видел оффроуда. Потому что на нем нет никаких сколов, никаких следов грязи. В общем, 6000 километров он просто ездил по асфальту. В прошлый раз, кстати, пока мы с Алишером реанимировали Сузуки, Володя поставил мне сюда раллийные футпеги. Здесь стояли укороченные, именно туринговые, асфальтные, с резиновыми вставками. Но так как мы будем ездить по оффроуду, я решил поставить вот эти вот раллийные, которые я брал, когда ездил в Монголию. В общем, они гораздо шире, на них стоять будет куда удобнее, чем на тех коротких. Сейчас я хочу снять с мотоцикла вот такую автоматическую электронную систему снятия оплаты за платные дороги в Японии. Вот тут такой вот кейс, чемоданчик. Сюда вставляется симка с балансом. У нас таких штук нет. Я думаю, еще не скоро они у нас появятся. Поэтому я ее сниму. Вот эта вот проводка идет. Сейчас надо боковой пластик снять. И вот сюда вот она уходит. Видали, какой-то стоит лазер. В общем, когда заводишь, он горит вечно. Красным прям в глаз херачит. Вот это все обойду, я сейчас сниму. Так, продолжаем знакомиться ближе с КТМ. Я вот когда купил этот мотоцикл, я спросил у продавца, который привез в Казахстан, говорю, а где инструменты? Где папка с мануалами инструментов? Он говорит, так как мотоцикл из Японии, мануал будет на японском, как бы он тебе нафиг не нужен. Действительно, он мне нафиг не нужен. Но инструменты, в общем, я везде облазил, под сиденьями инструментов не было. В общем, давай залез в интернет, смотреть, как снять боковой пластик. Я же вам говорил, что я хочу снять вот эту японскую приблуду для платных дорог. И вот, пока я снимал передний пластик, я решил, когда я сниму боковой пластик задний, да, снимается он очень легко. Вот он у меня в руках. В общем, вот тут вот стоит болт. Вот они стоят пазы. Вот так вставляются пазы. И просто спереди захлопываешь. Вот на вот эти вот пингалеты. Что самое интересное, внутри лежит ящик. И в ящике должны быть инструменты. Открываем ящик, а он пустой. Так это что касается правой стороны. Потом я решил, там же есть еще и левая сторона. Давай-ка я сниму задний левый пластик. Он снимается точно так же. Вот они пины. И вот точно так же выдергиваешь его. И вот она. Ящик, смотрим. Может быть, инструменты здесь. Судя по всему, именно так, потому что они гремят. Та-дам! Вот они, инструменты. А я уже начал переживать, где инструменты.
Они, оказывается, здесь. Супер. Миссия выполнена. Очень интересно они сделали. Очень хорошее решение для хранения всякой мелочевки. Монтажки можно сюда поставить. Инструменты, там ремкомплект шин. Классное решение. Сам пластик тоже вроде бы крепкий. Такой эндурячий. Что это, АБС пластик или ПП? Не знаю, что-то я маркировки здесь не вижу. Итак, снимаем вот эту вот штуку, транспондер. Очень плотно его так посадили и очень качественно, я вам скажу. Везде стрипсы, очень аккуратно сделано. И вот здесь вот еще какой-то стоит транспондер, видали? Еще какой-то датчик. Вот сюда его просунули. Но кроме этого я говорил, что в глаз светил вот такая лампочка какая-то. Она была приклеена. Вот сюда вот. Прикольная штука. Так, еще у меня один элемент тюнинга есть, а это именно расширитель подножки. Торотековский. Сейчас я его поставлю. Прям идеально так вот садится он. Видали? Чтобы не было вибраций. Ну и чтобы плотно сидело, не болталось. Я решил сюда наклеить такой двухсторонний скотч, площадку небольшую. И все. Так, ну что ж, друзья, хорошая новость. Аккумулятор зарядился на 100%. Тот заряжатель, про который я вам говорил, он пришел сегодня в обед. Сейчас я его покажу. О, вот он. Купил я его на Каспи. Таких заряжателей на Алиэкспрессе дофига. И вообще в интернете очень много обзоров на него. Я поставил режим липо. То есть литий, металла, какой-то там полимерный, что ли, я точно не знаю на русском. Вот. И он зарядил его буквально там за сколько? За 3 часа, наверное. Когда я подключил, было вообще 0. И он довел его до 100% сам. Вот они с ними идут клеммы. В общем, все четко. Теперь я собираю. Литий, можно сказать, поселился теперь у меня в КТМ. А вон тот щелочной у меня пойдет в ДР. Ну что ж, ребят. Завтра по плану мы встречаемся на вокзале с Булой, чтобы погрузить мотоциклы в грузовой поезд, грузовой вагон на Октав. В принципе, все готово здесь. Танк-бак я установил. Вот они все ремни. Сейчас я его домой возьму, чтобы его грузить. Так, музыку выключу. Установил вот уже мозг, все закрепил здесь. Все зафиксировал. Вот сюда я убрал все свои спальные принадлежности. Так. Вот эта сумка лежит дома. Сейчас я ее буду набивать одеждой. Вот она кухня, она тоже пойдет в левую сумку. Кастрюлька, газовый баллон, ложка, вилка, там же внутри кружка. Вот тут сверху установил такую вот 2-литровую сумочку. Я думаю, для воды, там для бензина или еще для чего. Вот тут снизу еще одну установил вот такую сумочку. Сбоку, видите, она модулярная. Вот здесь у меня лежит сейчас средство для чистки цепи, ну и смазка для цепи. Ну сюда, в общем, грязные вещи положу какие-то. Думаю, еще надо куда-то убрать обувь. Такую, когда в лагерь приезжаешь, чтобы... Поэтому, наверное, завтра еще сюда установлю дополнительную, чтобы туда складывать обувь. Вот они, боты уже готовы. Так, теперь надо сейчас экипировку собрать. Каска у меня будет неоновая, она дома лежит. Ну и все. Кроме этого, в Европе очень пригодилась колоночка. Сейчас ее заряжаю, налобный фонарик беру. Решил не брать с собой запасную камеру. Соответственно, и монтажка не понадобится. Взяли только эти шнурки для ремонта бескамерной шины. Ну и все. Кроме этого, в эту сторону я убрал всякую мелочевку, проволоки, там ремкомплект шин. А в эту сторону я убрал инструменты. Инструменты, там провода, жгуты и еще по мелочи, в общем. Вот. Вот эту сумку я сейчас домой заберу.
Ее тоже надо наполнить чем-нибудь. Я думаю, сюда дрон положу. Что хорошо, эта сумка может превращаться в рюкзак. Вот здесь ремни лежат. В Америке, когда был, вот эту сумку я всегда с собой носил. Ее носил на себе или танкбак. Все, очень устал. 3 часа сегодня я собирался уже. Сил нет. Ну, в принципе, я уже готов.